Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я пришла в гости к маме. Неделя масленичная, так что будем смотреть, и как мама у нас готовит блины, как она тесто замешивает. Вот, сейчас я покажу. Так, яйца разбиваем. Ну, все, наверное, уже знают, сами делают по-своему тесто. Но тесто, наверное, у всех может быть и одинаковое. Яйца идет, молоко, мука, соль. И еще могут там еще добавить некоторые фрукты еще добавляют. Ну, по-разному. Кто что, как кому что нравится. Вот соду, соль, сахар, песок. Ну, она все руками на глаз. Она уже знает, как она делает это, и все делается на глаз. Вот. Сережа у нас дома ждет блины. У тещи блины ждет. Ага. Я замешиваю сразу молоко. Да. Ну, все делают как сами. Вот мама делает. Мама, ачитку чивочан, вот. Делаешь, как сама делаешь, так и делай. Я говорю, что у всех разное все равно. Одно и то же кладут, но по-разному. Угу. Водичку добавили. Ну, ничего. Чем больше, тем лучше. Побольше блинов будет. Гора блинов будет. Блины же очень быстро. Блины очень быстро уходят. Они очень вкусные, мягкие. С маслом еще при том. Сливочным маслом намажешь, да. Ну, какое есть. После, когда уже обжарили, уже мажем сливочным маслом. Ну. А сюда добавляем, ну да, растительное масло, да. Сама не успела еще сделать дома блины. Потому что некогда еще, времени что-то еще не было. Работа, вся в работе. А вот на готовенькое я пришла. Посмотрим. Мама у меня работала поваром. Она с молодых лет, с 18 лет, наверное, да, ведь поваром работала? Да? Да. С 18 лет. Сразу после школы на работу. Работала в Педиоле, наверное, да? Начала работать. Начало Педиоль. Да, Педиоль. Это поселок такой был. 9 километров сюда. 9 километров от Нившеры. Сейчас этого уже нету, там уже пустое место, наверное. Лес густой, наверное. Да, там уже лес густой. Этот поселок был... Рабочий поселок. Рабочий поселок, да. Там были все приезжие, наверное, да? Большинство приезжие вот были. Наверное, лесом, да? Лес это рубили или мы сетен вычисны? Сплав и... Контора лесопунктен, гараж сетен лесопунктен. Ага. Но сплав был, да? Выр веткискалысны. Вырын нокшисны. И работали в 2 смены, или как там, да? А эти смена, да? И сколько же вы были работников, поваров, сколько было?
Там же с утра, наверное, 6 часов или 7 часов уже завтрак. С утра-то уже 6 часов, уже столовая открывалась уже. О, войди как рано. Час ночи было выйдешь, чтобы утром в 7 часам открыть столовую. А потом, если с часу вы работали, и потом... Часу потом еще повар придет помощничать. Потом я буду, скажем, до 12 тоже вместе готовлюсь со второй поваром. Угу. Потом обед. С обеда я дома иду. Ага. Еще один повар придет. Ага. А потом начинаешь работать опять с часу ночи, получается, так? Посменно. Но посменно, Одна кто-то уйдет, другая, а я Но. сегодня выпью. Ага. Но посменно работали, но так и получается посменно. Вот. Ну тогда, да, так приезжие. Там очень много людей было с разных Молдавания и... Код я сишевлины, Молдавания, да. Но все приезжие, вот Молдаване даже были. Но с 6 часов столовая открывалась. Ну и там сколько лет? Потом вы... До 71 года, 69-го работал. Ага. И потом этот педиоль закрылся или как? Педиоль не закрылся, медища татчелок ты. Муны Молдавия. Поехала в Молдавию, но... 71-й. Ага. Молдавию съездила. Но приехала с Молдавии и начала работать в столовой, да? Устроилась? Работала и в Котлапунте работала, когда приехала. И в гараже работала в столовой. Столовой, ага. Цеща, вуны, Чильпо. Ага. Цены урали, пешку им бачили. Ну, 23 года в сельпо вот работала поваром. У нас здесь была столовая, сельская столовая возле, там в центре, да, была? Вот я это помню еще столовую, где она, мама, работала. Но летом была сильная гроза и... Сгорела. Да, и, короче, вот такой случай, что гром ударил прямо в столовую, и вся столовая сгорела. Не могли спасти, потому что пожарная тогда у нас в селе вообще не было. Приезжали со Сторожевска, но, короче, ничего не успели. Все сгорела столовая. Я старая столовая, как Да. труха была. Ну, Сейчас я быстро сгорела. да. Старая уже, вам сказала, старая столовая уже была. Ну, а потом она начала, в школе, еще в школе, школьной столовой работала. Это уже был властный. Да, почта ступка да. Да, школьной столовой. А потом здесь у нас рядышком возле дома была почта. Вот почту потом закрыли и сюда сделали вот сельскую столовую. Потом мама здесь рядышком возле дома работала в этой столовой. Короче, почезна мейка ломжи, так что подождем. Но сейчас печку потом растопим. Вот. Ну что? Все, тесто готовое сделали для блинов. Ага. Все, тесто сделали. Сейчас будем топить печку. Растопим печку. Печка не топится. Любовь кончился. Любовь есть. Печку растопили. Печку. Потом жар будет, и будем жарить блины на плитке. Вот у нас печка топится. Топится, водичка. Еще плитка не согрелась полностью. Так что ждем, пока разогреется. Потом начнем жарить блины.
На улице сегодня у нас снежок идет. Потепление. Сказали, что пурга будет. Холодно уже, очень долго были холода. Хорошо было, не надо было снег расчищать. Солнечная такая хорошая погода была. Ну а сейчас вон опять снежок у нас. Ждем. Да. Ждем, когда печка согреется. Блин, ты что не мата и растение вынесла. Американская вина, это сюда надо Чуть-чуть, да. Чуть-чуть. Чуть-чуть для нас будет, короче, будет экран. Чуть-чуть для нас. Маргарин кайд выйдет, я джик маргарин. Тенже пюра пья пукты да алжи тот, чем я малябу. Все заняты своим делом. Дядя Леша ждет товарища, чтобы пойти дрова колоть. На обеде был. Мама начала. Сейчас попробуем один блин. Первый блин всегда дома. Первый блин всегда кома. Ну, посмотрим. Но сулчук пойдет кизертный. Пойдешь кизертный. Первый блин мне. Пробу буду снимать я. Ого. Блинчики румяные уже. Ну, значит, можно уже жарить. Да. Ну вот, я пробую первый блин. Действительно вкусно. Очень вкусно. Ну. Вон у мамы дела идут. У мамы дела идут. Когда-то еще нужно прийти, да, вот снимать, как она картофельные шанишки делает. Вкусные картофельные шанишки. Ужны. Ну да. Вот. Освобождена сечетчан корме сукты шада. Шапашон ты сейчас да корме се пуктала да. Да, вон мама говорит, надо с ночевкой сюда прийти, чтобы все снимать, как она все это делает. Ну да. Я бы не против с ночевкой дома. Как ушла уже, сколько уже лет там? 27 лет, наверное. Уже дома не спала. Да. Время летит. Бежит. Время бежит, вот именно. Детки уже повзрослели. Да, дети уже взрослые, работают. Да. После времени я думаю, что я тоже лег. Угу. Что мы да? Мама вон рассказывает в Молдавию, как она в Молдавии съездила. Она съездила, наверное, по полеводческой бригаде она там была. Помидоры что-то, да, выращивали там. Помидор, лук. Шафье. Я вот шон девочка лундер делался там. А мен просто окатата да учит мама мен. Мы кекарлise, конка ужалась, мен ужалась вырын. Слав. Она бабушка. Колхоз да выр. Бабушка Александра Степановна, царствие небесное. Она у нас очень хорошо пекла.
всякие хлебы, там булочки, там шанешки, разное. У нее так вкусно все получалось. Ляз она очень любила готовить. Народ, это ляз из черемухи, из черники, но мне почему-то нравилось ляз из черники больше. Вот. Творог делала. Личком руш. Да, личком руш я се научала. Кисель, молочные кисели, простые кисели делала. Это фотографии, значит, столовой. Это сельская столовая была. Когда они работали, это... Это на юге, она вот помидоры. Мама говорила насчет помидоров, вот она эти помидоры высалан, дубар там, да не микрон. А здесь муйтатаны хлеб. Муйнянь вычан, муйнешкин вычан яньцы. Здесь хлеб. Уборка хлеба. Ну вот, самый последний блин жарим. Чики готовые. Такие мягкие, я пробовала уже, очень вкусные. А сейчас последний блин. Самый последний блин, да. Но я показала фотографии. Значит, показала фотографию у бабушки, какая она у меня была, бабушка. Там даже оказалась в молодости, не знаю, там сколько там, 50 лет или сколько ей там на фотографии, но очень молодо еще выглядит. Вот. И показала фотографию мамы, где она в Молдавии там работала. Там хлеб убирали или там сушили, неизвестно. Ну, в общем, что-то с хлебом связано. Вот, и где она помидоры там убирала, там, на этом большом поле. Потом фотографии были поваром, где она работала. Там, это в центре, где столовая была, там фотографии были. В школьной, в лесу, в лесопункте, наверное, да, где-то там она тоже работала. Вот, столовой эти фотографии. Но я выставила, посмотрели. В молодости какая она была красивая. Ну и сейчас тоже очень не изменилась. Вот. Ну, есть морщинки у каждого. У нас даже уже морщинки появились. Вот. Ну, а сейчас будем, наверное, пить чай с блинами. Будем пить чай с блинами. Вкусные, мягкие блины. Черничный, да, черничный. Ой, с черничным вареньем.
Ой. Очень вкусные, мягкие. Так что всех с праздником, с Масленицей. Всем счастья, удачи, успехов. Вот, кушаем блины. Надо, наверное, каждый день делать блины, каждое утро. Да. Чтоб целая неделя с блинами. Чай с блинами с утра. Душує. А мне никогда. Душить. Я дома еще блины не делала. Что-то все никогда. Ой, очень вкусные. Но заканчивая наше маленькое видео с этими горячими вкусными блинами. Угощайтесь. Вот. Всех просим, угощайтесь. И всем всего хорошего. Спасибо за просмотр, конечно. Ну и всем желаю здоровья крепкого. Ну и до свидания. До новых встреч на нашем канале. Да. Ну, друзья, я бы не был если бы не включился на минутку и не поздоровался с вами. Всем привет, друзья, товарищи. И, так сказать, по скриптум к этому видео. Небольшая такая приемка блинов от моей тещи, от Лидии Кузьминичной. Блины я уже как-то показывал, они очень вкусные, я знаю. И, ну, сейчас еще тоже буду снимать пробу такую. И думаю, очень вкусно будет. Сейчас бы мне с руками с моими правиться. Кто-то у меня спрашивал, что почему вилкой ешь. Так потому что рук не поднимается, а вилкой мне удобно. Вилка длинная она. И до рта достает. Вкусные. Мы уже ели, пробовали. Так Очень, что очень вкусно. Да, похвалили уже маму. Мягкие, вкусные. Со сметаной. Прям тает. Да. Вкусно. Ну, домашние блины. Да, у мамы. Я сама вот, увы, готовое пробовала. Сейчас сметанку вдогонку блинам. Просто обалденная вещь. Ем с наслаждением, медленно, чтобы этот вкус остался. Вкусно. Да, действительно очень вкусно. Вкусно, и ставлю, как обычно, жирный лайк за такую вкусняшку. Ну и в конце хочу пожелать... Сейчас же Масленица, друзья. И хочу пожелать всем нашим зрителям, и от Маши тоже, Маша тоже присоединяется к поздравлениям. Вот она сейчас кивает головой. Да, кивай. Чтоб все у вас шло как по маслу. Чтоб у вас замечательно было. Настроение прекрасное. Весна, друзья. Пережили мы зиму. А сейчас уже точно раз зиму пережили, такие 40-градусные морозы у нас в этом году очень долго были. А сейчас уже и точно будем жить дальше, переживем все. Вот так. Ну, с Масленицей, друзья. Впереди воскресенье, прощенное воскресенье и сжигание Масленицы, чучела Масленицы. Весна. А на этом заканчиваю вот такое видео. Всем пока, всем удачи.